Будь то больница, школа, например, детский сад, строительная компания, все должны сделать свои нормы. А вот какие они будут, зависит от нас, как профсоюза, если мы там есть. Тема важная и интересная. Главный технический инспектор труда Астраханского областного объединения организаций профсоюзов Максим Бодня рассказывает о ключевых изменениях в охране труда в рамках последних 2 лет, что необходимо учесть в работе профактивиста. С января 2025 года каждая организация, каждая компания должна сделать свои нормы. То есть минимальный набор требований остается, но каким будет полный набор требований, решает сама организация. «Герои в касках» – именно так называется семинар, направленный на выявление уровня знаний относительно требований охраны труда. Организатор – Союз объединения организаций профсоюзов Республики Ингушетия. Искали что-то новое для нашей республики. Также это мотивирует членов профсоюза, потому что у нас в профсоюзах очень мало инспекторов по охране труда. Конечно, в каждой организации есть свой инспектор по охране труда, но в профсоюзах мы сейчас хотим наладить, чтобы были и профсоюзные инспекторы по охране труда. Делается это в основном для того, чтобы председатель профсоюза знал при несчастном случае, если нарушены права, чтобы он быстрее среагировал и помог члену профсоюза. На сегодняшний день в России участились случаи аварийных происшествий на промышленных предприятиях. С целью предотвращения подобных ситуаций создана игровая технология в сфере обучения по охране труда на основе технологий геймификации. Участникам такие мероприятия пришлись по душе. Эти семинары очень важны, потому что охрана труда – это очень важный момент в сфере деятельности человека, и на это очень мало акцентируется внимание как работодателей, так и со стороны работников. Это мероприятие проводится впервые в этом формате, и было бы желательно проводить их гораздо чаще, хотя бы раз в квартал, потому что выходят постоянно новые изменения в законодательстве, и очень важно быть в курсе последних изменений. Во второй части семинара участники продемонстрировали свои навыки оказания первой помощи пострадавшим в специальном турнире. Организаторы планируют провести еще ряд подобных мероприятий. Хава Гагиева, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.